Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами снова программа News on Air и я, Мария Кардашевская. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями бюста из пластилина. Это бюст заслуженного тренера, почетного гражданина Амгинского улуса Михаила Степановича Скрябина, а сделал его ученик 9 класса Амгинского лицея Филипп Толстоухов. В комментариях знакомые юного скульптора пишут о том, что он всегда отличался талантом лепить такие композиции. А сейчас я хочу представить вам главных корреспондентов НВК «Саха». Именно так называли себя девочки в своих первых видео, которыми поделились в социальных сетях. Первое видео было весной про паводковую обстановку в селе Графский берег Намского района, а второе было буквально недавно про долгожданный ремонт дороги. Я, конечно, не могла пройти молча мимо и попросила девочек сделать сюжет для настоящего телевидения. На мой взгляд, у них получилось на отлично. Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова мы, и сегодня хотим поздравить всех учителей с их профессиональным днем. Учитель – это гордое звание, которое несут по жизни только самые сильные и достойные. Хочу поздравить вас и пожелать успехов, пожелать послушных учеников. Сегодня мы пришли в Затонскую основную общеобразовательную школу Графского берега, чтобы устроить маленький опрос для учителей и учеников. Об остальном расскажет наш главный корреспондент Елена. Здравствуйте, наши дорогие учителя и телезрители! Сегодня мы пришли в гости в Затонскую основную общеобразовательную школу села Графский берег. Мы решили опросить наших дорогих учителей и учеников. Здравствуйте! Здравствуйте. Как долго вы работаете уже в этой школе? Ну, где-то уже 23-й год пошел, как Да. я работаю Вау. в этой школе. Кроме этого, еще я тут в этой школе училась с 1 по 9 класс. Я выпускница этой школы. Здесь работала моя мама, Хабарова Пелагея Петровна, ветеран труда. Вот. Ага, так. И следующий вопрос. Что бы вы пожелали молодым педагогам? Молодым педагогам терпение, в первую очередь, да, работы с детьми, и чтобы у них было много фантазии, чтобы работать с детьми, чтобы интересные мероприятия проводить, интересные детям, чтобы были интересные уроки, новые технологии, чтобы осваивали. Очень хочется. Как долго вы работаете в этой школе? 7 лет. Нравится ли вам ваша профессиональная деятельность? Да, конечно. И какие бы пожелания вы дали молодым педагогам? Крепитесь. Удачи. Как давно вы работаете в этой школе? В этой школе я работаю 1 год. И нравится ли вам ваша профессиональная деятельность? Да, очень даже нравится. И так как вы учитель начальных классов, нравится ли вам вообще работать с детьми? Да, именно да. Иначе меня здесь не было бы. Я очень люблю своих детей. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы в первую очередь поздравить вас с Днем Учителя и задать вам пару вопросов. Во-первых, спасибо. Так, первый вопрос. Сколько вы работаете уже в этой школе? Я работаю 2-й год в этой школе конкретно. И нравится ли вам ваша работа в общем? Да, очень нравится. Я люблю детей и люблю с ними работать. Да, всё, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как долго вы работаете в этой школе? 3-й год. Трудно ли вам вообще быть школьным психологом и трудно ли вам работать здесь с детьми? Ну, в принципе, таких трудностей нет. Твой любимый учитель в этой школе? Ваш любимый учитель в этой школе? Людмила Михайловна. Кто ваш любимый учитель в этой школе? Надежда Константиновна. Кто ваш любимый учитель в этой школе? Надежда Константиновна. Кто ваш любимый учитель в этой школе? Надежда Константиновна. Ваш любимый учитель в этой школе? Надежда Константиновна. Ну что, по-моему, сделано практически профессионально. Девочки, я знаю, что вы нас смотрите. Я поздравляю вас с боевым крещением. Вы молодцы. А сейчас хочу показать вам видео. Оно не из нашей республики, но я просто не могла им не поделиться, потому что оно очень смешное. Я пока его смотрела, очень долго смеялась. Китайцы умеют развлекаться. Давайте посмотрим.
Горожанам уже давно полюбились мистические экскурсии, которые проводит блогер и писатель Дмитрий Михайлов. Он таким образом рассказывает историю строительства старинных зданий столицы. И специально для нашей программы он поделился историей строительства здания музея Ярославского. Ну что, привет, Дима! Насколько я знаю, сезон у тебя уже закрыт, поэтому специально для наших телезрителей я решила у тебя из первых уст узнать эту историю и показать по телевизору. Ага, привет. История этой территории, она на самом деле очень интересная, потому что это одно из древнейших мест у нас в городе, и его недра, они остались так и нетронутыми на самом деле. То есть мы сейчас стоим на территории древнего некрополя. Но прежде немного истории самого здания музея. Его на этой территории начали строить в 1915 году, и изначально там планировались архиерейские покои. Здесь раньше стоял Спасский мужской монастырь, и, соответственно, здесь был целый церковный комплекс вместе с самой церковью, с прилегающими постройками. И, получается, в старину христиане, они имели обычай хоронить своих близких на Святой Земле. Поэтому везде, где раньше до революции стояли церкви, там везде есть захоронение. И потом, когда власть сменилась, советы, они с мертвыми телами не церемонились и просто убирали только надгробные сооружения, и поверху шла застройка скверов, зданий и так далее. И самые интересные байки вот этой местности, они связаны именно с этим кладбищем, которое сейчас находится под нашими ногами. Тут надо еще добавить, что на этом месте располагалась и резиденция епископа Якутского и Вилюйского. Но в 1912 году произошел большой пожар, во время которого сгорел деревянный дом. После этого и было решено построить каменное здание. Но в 1920 году решением советских властей Якутская епархия была упразднена, и здание перешло сначала в баланс Якутского горсовета, а затем его достроили и в 1924 году передали под Якутский музей. Вообще оно раскидано по вот этой территории. Если брать вот те вот здания, которые находятся сзади нас, вот того места не было. То есть там было озеро, и на берегу вот этого озера стоял вот большой церковный комплекс, который вы сейчас видите на картинке. И если там присмотреться, можно увидеть древние захоронения. Вот, площадь достаточно большая, причем на момент фотографии, возможно, кладбище было даже меньше. И самое интересное то, что есть еще и школьные байки, связанные с этим местом. Например, в школе номер 2 говорят, что когда здание этой школы было введено в эксплуатацию, конечно же, вокруг было разрыто достаточно большое количество земли. И говорят, что на поверхность вышли человеческие останки. И некоторые дети, они играли в футбол человеческими черепами. В продолжение темы истории хочу показать вам первую в истории фонографическую запись Олонхо. Она была сделана в 1902 году. На ней запечатлены фрагменты Олонхо Оготулаях. Это был только отрывок Олонхо. Полностью запись можно посмотреть в YouTube, вбив в поисковике «Самая первая запись Олонхо». Тем временем на канале НВК Саха состоялся баттл современных олонхосутов, и в нем победила молодая участница из Чурапчинского района Анастасия Алексеева. На мой взгляд, она привнесла в народный эпос что-то новое, свою изюминку. Давайте посмотрим. Тоғуан тоғыз құдай күбіл қаттарын күжиян ылан, өксігіләқ өбігем әтін қаллар бұд сәт тоғуан сәтті жибе жібілгеттерін жәс әмегет гынам. Испер еңерен идияқ тәммін, анығы үйе олың қоғыта буаламмын, Allah'dan olurdum, anығы үйе олың қотын оңырын, олың қолан толадым. Hilge sayın 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 gelbin çederere çekider çederere ter çubuk çabutları çabuk. И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь до завтра. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардышевская. До встречи!